Здравствуйте, уважаемые зрители. Апснахабар продолжает работу. Прежде чем мы перейдем к диалогу, я прошу вас подписаться на нас в YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, делиться нашими видео. Это помогает распространить наш контент среди большего количества наших граждан, соотечественников и, в принципе, в интернете. Я рад сегодня приветствовать в студии сотрудников Центра социально-экономических исследований Хатуна Шатыпа, Илона Мерцхулава, Зила Шабет. Тема номер один в Абхазии – это апартаменты. И, Хатуна Агакиевна, мы с вами уже беседовали на эту тему и не раз. И вы говорили о своих опасениях, но тогда у нас не было цифр в данном проекте закона, который предлагается исполнительной властью. Уже есть цифры. В целом мы тогда тоже обозначили какие-то рамки, но вот с этими новыми вводными мы хотели бы сегодня обсудить и этот проект закона, и вообще куда двигаться в стране, потому что сегодня власть представляет вот эту глобальную стройку, да, мы называем ее продажей недвижимости, они называют ее туристическим бизнесом, показывают, что вот эта глобальная стройка принесет огромные блага для Абхазии и с точки зрения экономической, и с точки зрения других. Вот. Поэтому я попросил бы вот такой анализ с этого начать, а дальше уже продолжим беседу. Да, добрый день. Спасибо за приглашение. Центр наш продолжает свою научную исследовательскую деятельность, и в 2023 году мы завершили работу над аналитическим материалом о состоянии экономики за 2017 по 2021 годы. 2021 год мы берем, потому что данные за этот год поступили только вот буквально 3 месяца назад, в 2023 году. И кроме официальной статистики использовали данные социологического опроса, и вообще в научном сообществе принят такой формат, и мы строго придерживаемся. Какой этот формат? Завершаем работу, отчет, скажем, да, материал, и направляем, как правило, мы направляем соответствующий экономический блок правительства, то есть государственные органы. И на втором этапе устраиваем публичное обсуждение, это у нас апробация называется, с приглашением специалистов. И только потом, даже в ковидный год мы так работали, только потом мы публикуем. И на основе этих материалов пишем, ссылаемся на них и пишем научные работы. И этот год тоже не исключение. Только полученный на этот раз материал был такой вот неутешительный, очень так несет, знаете, параметры, которые несут угрозу национальной безопасности, они там явно прослеживаются. И поэтому мы направили 15 мая этого года на имя президента в администрацию президента. Полный текст вот нашего отчета. Сейчас прошло уже 2 месяца, раз замечаний, я имею в виду искажений не обнаружено, замечаний нет, не поступало. То есть мы теперь можем начать публичное обсуждение. И вот... Действительно, в соответствии с уставными данными, положениями нашего центра, целями и задачами, мы проводим подобного рода аналитическую работу, стараемся объективно оценить те данные, которыми мы располагаем. И вот в продолжении этой работы, о которой говорит Хатуна Акакиевна, мы намерены провести ряд круглых столов, которые будут посвящены вопросам национальной безопасности Абхазии. То есть такой цикл круглых столов мы запустили еще в 2020 году, именно в год, когда в стране бушевал коронавирус. И нам показалось, что эта площадка, проведение именно вот этих круглых столов, она действительно дает возможность апробации определенных материалов с приглашением представителей органов управления, с приглашением специалистов из различных министерств, ведомств, наших коллег, научных работников.
представителей каких-то профильных, отраслевых сфер, бизнес-сообщества, да. И что мы выявили вот в результате того отчета, да, о котором говорит Хатуна Акакина, почему мы решили опять вернуться к этому циклу. Действительно, нами были выявлены определенные перекосы, дисбалансы, причем перекосы в отраслевом разрезе, перекосы в территориальном разрезе. Ну, к примеру, скажем, объемы розничного товарооборота у нас растут, при этом численность занятых в сфере торговли, она сокращается. И также финансовый результат тоже ведет себя как-то непонятно вот в этой сфере. В сельском хозяйстве, к примеру, у нас, значит, 33 тысячи порядка, да, 33 тысяч домохозяйств, в которых проживает практически половина нашего населения, при этом численность занятых по официальным данным порядка 166 человек. Также мы можем заметить, что и в промышленности происходят такие же вот перекосы, непонятные для нас данные, объемы промышленного производства растут, при этом численность занятых опять же в этой сфере сокращается, финансовый результат увеличивается, а уровень рентабельности остается на прежнем месте, да, на прежнем уровне. Поэтому вот нас, конечно же, беспокоят вот эти моменты, и мы с приглашением специалистов хотим как раз обсудить эти вопросы, дабы выйти на какую-то определенную траекторию, не только для нашего понимания, но и для понимания общественности, где и в чем у нас проблемы, почему мы вот получаем вот такие данные. Потому что мы оперируем не только данными официальной статистики, а вот в силу нашей разносторонней работы, к большому счастью, наверное, да, у нас есть возможность использовать и данные соцопросов, которые мы получаем в ходе наших социологических исследований. И вот в последние годы их было несколько, этих соцопросов, на совершенно разную тематику. И мы получили очень интересные данные, которыми мы как раз и поделимся в ходе наших мероприятий. И первое мероприятие, первый круглый стол мы уже запланировали на 21 июля текущего года. И, значит, этот круглый стол будет касаться вопросов демографической безопасности Абхазии. Да? Ну, мы не откроем какого-то там такого, не сделаем серьезного открытия, да, сказав о том, что вопросы демографической безопасности представляют наибольший интерес для нашего общества, тем более, что развитие человеческого потенциала, человеческого фактора, изменение трудоспособного населения, происходящего в нашей стране, качество этого трудоспособного населения, уровня квалификации этого населения, да, и в целом вообще наличного населения, они должны быть самыми-самыми важными. Поэтому мы уже сформировали круг приглашенных, и буквально вот в ближайшую пятницу мы планируем провести данное мероприятие. Спасибо. Но до пятницы в нашей студии какие-то, мы можем раскрыть скобки, какие-то важные вещи, которые уже можно публично озвучить и донести до общественности, потому что до пятницы целая неделя. Вот, в целом, я же говорила, вот этот отчет, чем нас осторожно, почему мы подошли к этому, какие получили данные. Раньше, если мы отслеживали динамику, да, если экономические показатели себя ведут, тенденции определенно, то точно так же и социальные показатели. Вот сейчас мы получили, когда, например, экономические показатели в плюсе, скажем, ВВП увеличилось, товарооборот, как она говорит, объем промышленной продукции и так далее, да, в сфере туризма показатели. И тут же они не коррелируются с показателями уровня и качества жизни. Нет, это численности населения, это численности занятых, это заработная плата, это показатели демографии, то есть мы и рынка труда. Там определенная
расхождение, не то что расхождение, вообще диссонанс какой-то резкий. То есть экономика, если в плюсе, если экономика работает, экономика должна работать на человека, даже отражаться на качество и уровень жизни. Вот это первое, что мы можем озвучить, вот почему этот аналитический материал вызвал у нас вот такой серьезный подход. Ну и первое, сразу мы почему и демографическое, и рынок труда, и социальную сферу мы будем первыми, наверное, проводить эти мероприятия. То, что демографическая ситуация, она и так сложная, и все эти послевоенные годы, к сожалению, не были разработаны концептуальные подходы, хотя раздел демография очень достойно представлен в стратегии социально-экономического развития, но, как вы понимаете, хоть он не утвержден, но у нас и так много законов тоже приняты и не работают. И это тоже момент, к сожалению, дальше исполнительной власти не были и не получается. Это, наверное, надо у них спрашивать, почему вот таких концептуальных документов до сих пор у нас не разработано, каковым является, допустим, сфера демографии. И не хотелось бы сейчас вот более конкретно вдаваться во все эти отраслевые, там, скажем, территориальные моменты. Будет время, мы обязательно их отдельно прокомментируем, выслушаем специалистов, ученых и, наверное, донесем до общественности. Кстати, мы этим и занимаемся, чтобы общество было как можно, как это сказать, объективными данными, чтобы они располагали, когда ведется такая дискуссия. У нас, вы же знаете, общество маленькое и политизированное. И поэтому есть такое деление, скажем, на два лагеря. Власть, оппозиция и люди, которые, соответственно, поддерживают власть и оппозицию. В этом контексте вот научному центру очень сложно, тяжело, да. Потому что объективный подход, наша аналитика не привязана ни к власти, ни к оппозиции, ни к каким-то конъюнктурным аспектам. Правильно? Мы должны, и этим строго руководствуемся, должны обязательно как есть, вот так. Другое дело, вот накапливаются уже определенные материалы, мы эти проблемы же не сегодня только, мы же почти более 10 лет занимаемся. Другое дело, что будучи у власти, эти материалы не используются. Как только оказываются, они же меняются, как только они оказываются в роли оппозиции, я даже там в последних слушаниях удивилась, кто-то спрашивал, а где Центр стратегических этих исследований при президенте? Вы знаете, хотела сказать, слушайте, когда вам этот же центр присылал материалы, кто мешал в этих же материалах в интересах государства, если мы хотим построить достойное государство. Я лично, вот очень, это от себя говорю, я рада в какой-то степени, что этот законопроект об апартаментах пришел к нам в 2023 году. Потому что мы уже сами, двигаясь, мы-то это видели, понимаем, и наша аналитика давно об этом говорит, что мы подходим и подошли к пропасти. Но вот этого ощущения не было. И вот этот законопроект сейчас помогает, он какой-то, знаете, там пучок всех проблем наших, он сейчас высвечивает все проблемы. Правовые, политические, социальные, экономические, моральные, какие хотите. И вот, может быть, с этой позиции даже есть полезность этого закона. То, оттолкнуться что оттолкнуться все слои общества. Ну, конечно, если на наш взгляд уйти от политических, скажем, вот заполитизированность мешает. А вот так здраво рассуждать сейчас, этот законопроект, ну, просто подталкивает нас здраво мыслить. Вот я так. Ну, может быть, я ошибаюсь, вот вы, я думаю, поправите, вот в этом же контексте. Такой вызов предлагается обществу. Вызов. И нам показывают путь, да? Власть говорит, вот путь для развития Абхазии, вот наше видение. И теперь
нам, обществу, и научному сообществу, и общественному, и политическому, и просто гражданам, нам нужно подумать, мы принимаем вот этот путь развития или мы видим какую-то другую альтернативу. То есть власть концентрированно дает этот законопроект для внедрения, да, во все слои общества, потому что на самом деле, как ни подступи, со всех сторон этот проект задевает абсолютно всех. Здесь сложно найти какую-то часть общества. Да, вот в этом да. реальный плюс этого проекта. Раз так вот бурлит, скажем, наше общество, главное, чтобы, вот знаете, значит, вот что-то беспокоит, да? Да. И, надеюсь, выйдут в итоге. Я бы хотел вот обратить внимание на такой момент. Мы, обсуждая, Хатуна Акакиевна, с вами в предыдущий раз этот проект, предполагаемый проект закона, да, мы говорили о том, что главная угроза, которая может следовать с этим проектом, это демографическая. И учитывая сложную демографическую ситуацию, и эти вводные данные по поводу 30 тысяч апартаментов, по поводу не более 5 тысяч, как указано в проекте, в каждом, ну, в районах Абхазии, какую мы можем дать все-таки оценку, как изменится демографическая ситуация в случае принятия закона, как он есть, и если мы все-таки сможем отстоять его непринятие. Знаете как, да, действительно, наше общество в таком серьезном замешательстве, потому что данный законопроект свалился на нас как 100-килограммовая гиря, да, как снежный ком. Но в этом, наверное, нет ничего страшного. Наоборот, у нас появилась возможность выявить все за и против, выявить все какие-то положительные стороны, возможно, отрицательные стороны. Смущает лишь то, что сразу на нас сваливаются вот такого грандиозного рода проекты, да. Вообще, конечно, было бы целесообразно, наверное, начинать с нечто малого, с некоторой апробации каких-то вот подобного рода проектов, а не с вот тех цифр, о которых вы озвучиваете, там 30 тысяч, там кто-то говорит 21 тысяча, там по 5 тысяч и так далее. Знаете, все вот пытаются штудировать закон, положение этого закона, да, но мы, наверное, должны подойти к этому вопросу более концептуально, не вдаваться в подробности самого закона, а понять вообще, что нам дает вообще подобного рода проект. И начинать, наверное, нужно было бы с нечто малого, с какого-то пилотного проекта, апробированного проекта в виде там 1-2 апарт-отелей и вот в разных районах Абхазии, например. Да? Что, кстати, почему-то меня удивляет, в принципе, значит, подобное мероприятие уже как бы запланировано. Вот, например, в проекте закона, в проекте программы. Не в проекте, а в программе. Уже, наверное, да, программа, потому что она подписана президентом, утверждена президентом. Программа социально-экономического развития на 2022-2025 годы. Вот я даже где-то взяла выписку, да, там, не помню, на странице какой-то. Значит, вот в программе заложено, предусмотрено, значит, строительство 2 апарт-отелей. Значит, апарт-отель «Парадис» в городе Очимчира, тут конкретный даже адрес указан. Значит, строительство типа студия, апартаменты, да, с площадью определенного земельного участка и так далее. Даже состояние объекта указано, получены необходимые разрешительные документы на строительство, но в то же время отсутствует подключение к центральной системе канализации, да, то есть есть какая-то оговорка. И апарт-отель в городе Сухум, адрес не указан, вот инвестиционный проект, 13 этажей, нет подключения к, значит, не получены технические условия по энергоснабжению. Там все остальное вроде по коммуникациям все присутствует. Вот, наверное, было бы интересно, если бы эти проекты в рамках 2025 года были бы, допустим, реализованы, да, и мы бы уже увидели, какие мы плюсы получаем от этого, какие получаем от этого минусы. То есть мы бы уже видели бы
значит, поступления в бюджет, мы бы понимали, сколько создано рабочих мест. Кто эти люди, которые работают? Это действительно специалисты, которые, допустим, наши студенты, которых мы, значит, рекомендовали для обучения в российские вузы на бюджетной основе, они вернулись к нам и работают уже, да, допустим, по своим профилям, по своим специальностям. Либо это просто обслуживающий персонал, наше население, которое задействовано в сфере услуг и так далее. Да? То есть здесь мы бы могли уже посмотреть, насколько эта модель работает или не работает. В наших потом масштабах. Уже замахиваться на проекты до 1935 года, как это вот предусмотрено законопроектом об урегулировании, значит, правового статуса апарт-отелей и апартаментов. Да? То есть вот такие пилотные проекты, они у нас не практикуются почему-то, хотя от этого бы, наверное, был бы положительный эффект. Вообще у нас, знаете, сложилась такая практика, мы замахиваемся на какие-то грандиозные масштабные мероприятия, при этом мы не создали за последние годы ни одного экономического кластера. А разве это не выгодно было бы? И тогда бы мы уже посмотрели, как работает эта ситуация. Мы приняли закон об особых экономических зонах, вроде бы создали эти особые экономические зоны, но мы не видим работы этих особых экономических зон. То есть, понимаете, такие примеры, на которые бы мы должны были бы ориентироваться. Не только там кто-то, а общество тоже должно было бы подсказывать, как работают эти проекты. Почему? Потому что наша главная задача, чтобы проекты работали на нашу экономику, на наших людей, чтобы мы получили от этого какие-то эффекты. Какие эффекты в первую очередь? Это занятость населения, это рост заработной платы, это увеличение уровня и качества жизни нашего населения. Кто эти люди, которые будут работать в этих масштабных проектах? Это люди, которые живут в городе, потому что проекты, они адаптированы именно к городской среде. А что мы будем делать с нашими селами? Также по-прежнему у нас будут мигрировать, значит, трудоспособное население в города, вот будет продолжаться эта урбанизация. Для чего тогда нам нужна Абхазия как проект? Я, например, не представляю себе Абхазию без сел. Кто-то представляет. Я знаю таких людей, которые думают, что села в Абхазии не нужны. Тогда я акцентировала внимание. Сейчас приходится, и не только я, и наш центр, очень многие обращают внимание на демографическую сторону. Если бы изначально, когда предложили этот проект, сказали бы, да, у нас есть демографические риски, у нас есть такие, но мы их просчитываем. Нет. А как нам было заявлено, что это вообще не демография. Вы знаете, вот эта постановка как раз и вызывает очень много вопросов. А речь идет, там вот закон не надо читать, и любой наш, кто нас слушает, понимает, что строятся эти объекты, собственники, для того, чтобы там проживали люди. Вы согласны? Там же не могут другие, речь же идет о людях. Так теперь это означает, что приращение населения наличного. У нас сегодня по статистике наличное население 245 тысяч. Что это такое? Это не только зарегистрированные или имеющие паспорт. Это наличное население, это те, кто все в данный момент, на момент переписи, проживают у вас на территории, в том числе и временно. Каков будет статус этих людей, да? Прибывающих в таком количестве. Речь идет о приросте нашего населения от 20 до 40%. Ну и, соответственно, снижение доли коренного государствообразующего, как сказал президент, населения. Неважно, какой статус, это иммигранты, это собственники. Я с точки зрения права не хочу вмешиваться, но есть... У нас уже сегодня в этом плане большая угроза, проблема, которую даже не вот несколько раз поднимались в наших документах, но реакции пока нет. Речь о чем идет? Что уже сегодня мы из этих 245 тысяч, 45 тысяч это население до 18 лет, то есть они не имеют права голоса, это молодые люди. А вот имеющих право голоса, получается, должно быть 200 тысяч. Если эти граждане все, если они граждане, 200 тысяч. А данный ЦИК,
они же формируются данными МВД, идет большая работа, да, избирательные комиссии, участки на местах. Максимум, да, паспортные столы, максимум в избирательные списки, да, список попадает 127 тысяч, скажем, да, 130. Да. Для Абхазии, мы это уже сколько на это обращаем, это очень фактор важный и с политической точки зрения, и с экономической. То есть, а кто такие 70 тысяч человек, которые сегодня, их статус не определен, мы не можем четко сказать, но говорим, что наше население 245 тысяч, из них 30%, да, получается, каждый третий это уже не гражданин по факту. То есть он может временно в это время здесь находился, может он не мигрант, мы не знаем, кто эти люди. Представьте к этой категории неопознанных, которых, ну, с точки зрения права, неопознанные категории людей, 70 тысяч, это уже, которые сегодня имеем, мы к ним добавим еще энное количество. Поэтому здесь не просчитывать или закрывать глаза и делать вид, что это никак не коснется демографии, это, конечно, очень спорный вопрос. И с этим, с точки зрения науки, с точки зрения нашей работы, мы, конечно, такой подход не можем поддержать. Более того, считаем, что современный мир, вообще во всем мире, природные ресурсы, идет война за природные ресурсы. Мы, Абхазия, располагаем уникальными природными ресурсами. Это вот море, это прибрежный район, это наш климат, это наше богатство, это наши природные ресурсы. Мы их не осваивали 30 лет, не придумали программу, то есть не создали эту программу, как осваивать, да, чтобы это обязательно сказывалось на уровне качества жизни нашего населения. И теперь, конечно, нам будут предлагать такие проекты. Природа не любит пустоту, говорят. То есть мы, ну, такой термин «война» — это страшно. Нам хватит уже 30 лет назад как раз страшные эти мы пережили, но это тоже форма войны. То есть когда мы сами социально не освоили территорию, 30 лет мы не решали демографические проблемы, что оппозиции, что властью, понимаете? Кто мешал выработать такие концептуальные подходы? Когда закон о репатриации приняли, Министерство, комитет по репатриации есть, а репатриантов за последние 5 лет к нам прибыло 977 человек. Как с такими темпами, да? А что происходит в селах Абхазии, когда отток и вымывание оттуда населения? То есть это же не сегодняшний процесс, это же давно послевоенный процесс, который начался. И социально неосвоенное, что мы хотим сказать, когда мы территорию не можем осваивать, имеется в виду с точки зрения именно демографического, а имеем такие уникальные природные ресурсы, конечно, будет очень сложно, если сами не переключимся и не будет востребовано, наконец-то, вот этот востребован программно-целевой метод. И эта программа не та, которая удовлетворяет или принимается только властью, или та программа, которую только оппозиции разрабатывают. Они до этого вообще не хотели слово «программа» слышать. Сейчас, слава богу, хоть есть название. Но не просто формальное название, а программа должна отвечать интересам государства, интересам общества нашего, интересам Абхазии. Вот такую программу, вот без этой программы, как бы мы с вами ни говорили, проекты отдельные, может, да, это есть вариант. Это проект, который предлагает, скажем, такой вариант решения. Но мы тут же должны просчитать упущенные наши возможности. Мы можем принять такой проект, получить какие-то энные блага вот здесь и сейчас, ну, скажем, в ближайшие 5-10 лет. Но от чего тогда мы отказываемся? Что теряем мы, будущее наши поколения? И каковы будут последствия? Вот, более того, я продолжу, да, пока мысль не потеряла.
всегда проводятся вот в предложении таких проектов какие-то аналогии там с другими странами, соседями и так далее. Знаете, это вообще неприемлемо, вот на мой взгляд, проводить какого рода аналогии, в первую очередь, так скажем, с точки зрения сохранения нашей социокультурной идентичности. Мы другие. Как бы нас ни сравнивали с кем-либо, да, наша главная задача, вот в связи с чем я, к большому сожалению, наверное, никак не могу согласиться с высказыванием президента о том, что если мы останемся, государствообразующая нация останется в заметном меньшинстве, в этом не будет ничего страшного. Главное, политические права ну, у нас. Никак, да, ну никак, даже при всем, при других аспектах, знаете, как-то это очень странно, да, что глава государства проводит вот такие аналогии. Сказали, мы должны сохранить, да, ну не знаю, по крайней мере, так это звучало. Возможно, может быть, да, может быть, он ошибся, не знаю. Но дело в том, что мы абсолютно другие. Мы должны сохранить свой язык, мы должны сохранить свою культуру, свои традиции, свои обычаи. Мы должны передать это детям. Потому что, ну, например, моя семья, мы не позиционируем себя жить где-то в другом месте, по крайней мере, ни мои сыновья, ни мои, наверное, внуки будущие. Я так думаю, что они будут жить только в Абхазии. Более того, что самое ужасное и чего мы не должны допустить вот во всем этом контексте, чтобы земля, дарованная нам, нашими предками, прошедшая такие сложные исторические этапы, такую разрушительную войну, чтобы земля не стала товаром. Вот это самое главное, что мы должны вот внушить себе, закрепить это в своем создании. Да, у нас это все записано в Конституции и так далее. Но возможно, что это очень похоже на то, что какие-то элементы вот подобного сценария в дальнейшем могут быть спрогнозированы. Земля – это не ставка в казино. В нашем случае тем более, в условиях нашей маленькой территории и нашей малочисленности нашего народа. Поэтому мы, это, знаете, как аксиома, которая должна застолбиться в мозгах каждого живущего в Абхазии и не подвергаться никакому сомнению. Это доказательство, которое существует априори и не может быть абсолютно подвергаться каким-либо сомнениям. Более того, люди, которые живут здесь, на территории Абхазии, люди, которые, возможно, будут дальше жить, они должны понимать, что им будут гарантированы социальные блага в будущем. Ну вот посмотрите, наши данные опять. За 5 лет инвестиции пришли в экономику 22 миллиарда рублей. Это же очень, ну, для Абхазии это очень существенно. И тут же смотрим. А какова численность занятых? Ну, сколько было создано рабочих мест? Такой возникает вопрос, нормальный, правильный вопрос. Вы не поверите. У нас произошло снижение занятых за эти 5 лет на 3000 человек. Вот это наша практика. Мы не говорим, что не будем вдаваться в подробности, да, когда есть экономические расчеты, кстати, что будет численность занятых увеличиваться и так далее. Но наша практика, наша с вами практика, вот Илона Валерьевна правильно говорит, это в теории одно, в других странах может по-другому сработать. Но вот у нас можно объяснить 22 миллиарда инвестиций, а в итоге численность занятых сокращается на 3000. Это раз. И, наверное, завершая... Но это еще говорит о чем? О том, что у нас большой теневой сегмент. Да. Нет, вот эту пенсию сегодня какую абхазскую выдаем, там 2500, да, или 3000, 2500 абхазскую пенсию. Давайте 1 год на 24 год. Вот этот размер оставим в виде заработной платы нашим чиновникам, исполнительной власти. 1 год. Потому что их содержание, ну, уже даже неудобно, это даже уже мне стыдно, что я много раз повторяю, что 40 с лишним процентов у нас уходит 4,5 миллиарда на содержание исполнительной власти. Но нигде структурно вот такого подхода к бюджету с таким планированием или как это, с таким финансовым документом, да, с такой финансовой моделью нашего государства мы с вами не подойдем к реформам.
А когда так сложно, когда без программы, без целевого управления, с таким аппаратом, когда мы подошли, здесь уже, еще раз этим хочу завершить, рада, что пришел этот законопроект в прямом смысле. Я уверена, что этот законопроект обязательно вскроет все нарывы, которых мы там научно, может, это не совсем понятно, на очень простом, доступном, каждый на себе может это примерить. И раскрыв вот эти все наши гнойнички, извините за такое слово, может, будем искать вместе выход из этой ситуации. Спасибо. Спасибо большое Спасибо за конструктив. Спасибо, что в очередной раз приняли наше приглашение прийти на Апснахабар. Напомню, что у нас сегодня в гостях были сотрудники Центра социально-экономических исследований Хатуна Шатыпа, Илона Мерцхула, Абзирас и Хохсузуге. Подписывайтесь на Апснахабар, делитесь нашими видео.